Изначально территория Коми не планировалась даже как промежуточная станция для проведения крупнейшего в России международного горного ультрамарафона. 4 года, 4 разных Урала. По плану Южный, Средний, Северный и Полярный. Именно с такими названиями распечатаны были тогда и памятные медали участникам. Но в планы вмешался Приполярный. По красоте и разнообразию, возможно, самый изящный из всей древнейшей горной цепочки. В первую очередь повлияла база Желанная. То есть мы увидели, что там есть инфраструктура. Ехать как бы просто в поле в горы – это как бы очень затратное мероприятие. Вот. А когда ты приезжаешь уже туда, и там есть гостиница, есть там возможность столовую готовить, есть электричество, это уже сразу резко снимает очень много вопросов. Это первое. Второе – это, конечно, высшая точка Урала. То есть бежать по всему Уралу и не забежать на высшую точку – это неправильно, наверное. Но и многих участников, я уверен, привлекает именно этот момент. Они думают, что ну а когда я еще туда попаду? Те, кто совершит этот забег, с легкостью говорит руководитель оргкомитета, войдут в историю как первые люди, покорившие Народную в режиме марафона. А это, на минуточку, и постоянно возрастающее давление на спуске, курумник практически на всей 50-километровой дистанции, да и, прямо скажем, отсутствие возможности оказать экстренную помощь, если что-то пойдет не по сценарию. Никогда прежде ничего такого в нашей республике не видели, но обязательно увидят. Вместе с нами на это мероприятие едет съемочная группа телекомпании «Юрган», которая в дальнейшем отчитается прекрасным материалом по этому событию. Само же место базового лагеря советник главы по спорту потенциально сравнивает не иначе, как с Эльбрусом. У района Инты есть все возможности для развития такого туристического направления. То есть инфраструктура только растет вокруг Эльбруса, да, то есть там постоянно заняты гостиницы, там постоянно тренируются, постоянно заходят туристические группы. Ну, здесь тоже есть такая перспектива сделать достаточно доступным. Конечно, это место, да. Тем более, что много лет назад там Вадим Иванович Туманов все-таки пробил туда дорогу. Кстати, вот 1 сентября ему исполняется 90 лет, он до сих пор жив, живет в Москве. Очень, да, и дорога, видишь, пригодилась. Да. Новшеством и экспериментом уже для технических служб станет, внимание, обеспечение горной местности устойчивой мобильной связью. Такое тоже нигде в российской действительности пока не делалось. Здесь, конечно, трудно говорить о радиусе действия сигнала, возможности доступа в интернет, но для всех это некий этап развития, ведь отрабатывается еще один столб в повышении уровня комфорта и вообще способности нашего региона принимать такие статусные международные соревнования. В таких условиях фактически автономных еще не запускались базовые станции. Вот. Я уверен, что все пройдет на отлично. Вот. И в перспективе на самом деле есть понимание, что эта местность будет приобретать все большую популярность у людей, предпочитающих активный образ жизни. Вот, и в перспективе мы рассматриваем, что там появится связь на постоянной основе. Тем временем фактическая работа по подготовке дистанции началась давно. Год назад, примерно в это же время, отработаны и утверждены маршруты. Их 4, и каждый без ущерба природе заповедника, так как пролегают по заброшенным коммуникациям геологов. Уходя в историю, из местного кварца, например, были сделаны иллюминаторы первой ракеты-носителя «Восход», на которой Гагарин вышел на орбиту. Такие вот здесь не только красивейшие, но и легендарные места. Роман Истомин, Антон Барашищев, телеканал «Юрган».